Египет. В Египте вынесен приговор, множество приговоров. Речь идет о десятках приговоров участникам протестов в 2013 году на площади Раба аль-Адавия. Эта история во многом моя личная, потому что я как раз тогда работал в Каире, был на этой площади Раба аль-Адавия. Как раз эта площадь и мечеть, от которой она получила название, расположены рядом с таким корпусом зданий Министерства обороны Египта, военной базой. И на эту самую военную базу в 2013 году военные генералы перетащили первого за очень много лет демократически избранного президента Египта Мохаммеда Мурси, взяв его под арест. Его там содержали достаточно долгое время. И там под зданием на этой площади, на прилегающих улицах, был разбит такой импровизированный лагерь. Вы сейчас видите его на своих экранах. Дымились костры, время от времени действительно там бросали какие-то полицейские и армия бросали гранаты со слезоточивым газом. Людей было очень много, люди были недовольны происходящим, люди требовали освободить Мохаммеда Мурси. Военные, устроив переворот, объясняли это тем, что Мохаммед Мурси слишком близко сдружился с какими-то радикалами, что он покрывает террористов и поэтому должен быть немедленно отстранен от власти и предан суду. Люди, не согласившиеся с этим, в основном это были либо участники движения «Братья-мусульмане», либо сторонники этого движения, собрались там у мечети Раба аль-Адавия на этой самой площади. И в какой-то момент ранним утром военные открыли огонь по собравшимся. По разным данным погибло от 150 до 900 человек. В любом случае речь идет о гибели десятков и сотен человек. Это история, которая коснулась меня, мой товарищ, мой коллега, с которым мы вместе работали там, в Египте, местный журналист Ахмед Самир Асем погиб в то утро, когда был открыт огонь. Мы посменно там работали, и вот как раз это была его смена. И Ахмед успел, он проснулся как раз тогда, он там ночевал в одной из палаток, совсем недалеко от забора этой самой военной базы. Он проснулся от выстрелов и успел снять на свою фотокамеру, перевести ее в видеорежим, успел снять расстрел толпы, и даже на это видео попал момент, как один из военных целится в него и стреляет в моего коллегу Ахмеда. Я предлагаю это короткое видео. К счастью, здесь нет никаких кровавых сцен, но зато становится понятно, как военные вели себя с безоружной толпой. На этом видео очень хорошо видно, сразу становится понятно, что тогда происходило в те дни 2013 года в Каире. ايوه 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 مصر ايوه ايوه هو ده ايوه هو ده هو ده هو ده هو ده حد استجابوا. Вот военный целится в Ахмеда, и на этом обрывается видеозапись. Пуля попадает в Ахмеда, он погиб на месте. Причем он не единственный, кто погиб. Я повторюсь, по разным данным, там от 150 до 900 человек погибших. Не так давно, буквально несколько месяцев назад, египетский парламент, который теперь целиком контролируется военными, который в полной их зависимости, принял законопроект, который уже он вступил в силу, в действие, который освобождает от любой ответственности тех людей, тех военных, которые тогда применяли оружие против демонстрантов. Тогда, в частности, погибли женщины. Есть информация о том, что погибло и несколько детей, несколько несовершеннолетних. Так вот, все те люди, которые
причастны были к расстрелу безоружных, все те люди, которые либо сами открывали огонь, либо отдавали приказ открыть огонь, теперь не подсудны. Парламент посчитал, что эти люди действовали в интересах государства, что они не просто так открывали огонь или давали приказ открыть огонь, а делали это в рамках объявленной вот уже тогда исполняющим обязанности президента, взявшим на себя, вернее, функции президента Абдель-Фатахом ас-Сиси, который сейчас второй раз переизбран президентом, много вопросов к этому переизбранию. Так вот, они посчитали, что вот курс, взятый Абдель-Фатахом ас-Сиси на искоренение терроризма, должен был быть продолжен, в том числе такими методами, и люди не подлежат никакому наказанию. Кстати, все это действительно тогда транслировалось в прямом эфире. Разгон, сам расстрел, не знаю, я не видел его, но видел потом записи с египетских телеканалов. Государственные каналы вещали, рассказывая о том, которые еще совсем недавно, за пару дней до этого, хвалили президента Мурси, рассказывали о том, что он террорист, рассказывали о том, что он связан с самыми разными группировками типа Аль-Каиды и так далее. И на записях было видно, что в углу экрана по-английски было написано большими буквами «Египет борется с терроризмом». То есть заранее уже была подготовлена такая картинка. И вот совсем недавно египетский суд вынес приговор не тем, кто стрелял, не тем, кто отдавал приказ расстрелять людей. Напомню, они не подсудны, а тем людям, которые находились тогда на площади, тем людям, которым повезло выжить, которые принимали участие в протестах против захвата власти. Еще раз повторюсь, да, десятки и сотни человек были на скамье подсудимых, из них 75 человек приговорены египетским судом к смерти. 75 человек за участие в митингах в 2013 году у мечети Раба Аль-Адавия. Вот их посчитали как раз экстремистами, их посчитали нарушителями всех возможных законов. Непонятно на самом деле, на чем основывались судьи, когда выносили такого рода приговоры. Там были предположения, что к смертным приговорам приговорили всех тех, кто состоял или состоит в движении «Братья-мусульмане». Но нет, тех осужденных было куда больше. Например, вот 47 человек еще приговорены к пожизненному заключению. И вот эти 47 тоже в большинстве своем имеют так или иначе отношение к движению «Братья-мусульмане». И совершенно непонятно. То есть такое ощущение, что какой-то жребий бросали судьи, кого приговорить к смерти, а кому вынести приговор о пожизненном заключении. Известно, что это не первое подобное судебное заседание. Более того, вот эти вот 75 человек, они как раз пытались оспорить предыдущий приговор суда, который тоже был вынесен, и предыдущий состав суда приговорил этих людей к смертной казни. Нынешний суд оставил приговор без изменений. Эти 75 человек должны быть казнены. Несмотря на там колоссальное возмущение общественности, и журналисты западные, и правозащитники требуют доказательств того, что эти люди имеют какое-то отношение к тем самым страшным преступлениям, о которых говорят власти, о которых говорит суд, к попытке там незаконного захвата власти, к каким-то заговорам со стороны Аль-Каиды или каких-то других группировок, которые, как вот сейчас пытаются преподнести власти, строили козни, в том числе и в Египте, для того, чтобы устроить переворот и сделать Египет какой-то главной базой Аль-Каиды в мире, из которого там оплести какие-то свои сети и на Ближний Восток, и в Северную Африку, и в Европу перекинуть и так далее. Но никаких доказательств нет, никаких документальных свидетельств причастности всех этих людей, приговоренных к смерти или к пожизненному заключению, не предоставлено ни мировому сообществу, ни каким-то местным журналистам. Но есть очень большая надежда на то, что вот сейчас нынешняя власть, президент Абдель-Фатах ас-Сиси, который пытается дружить в том числе и с западным миром, он там и с Путиным заигрывает, я так понимаю, в расчете на получение, там, например, вооружений из России или кредитов каких-нибудь.
Но он в том числе пытается поладить и с цивилизованным миром, ведет и с Европой переговоры. И с некоторой долей вероятности стоит ожидать, что этот приговор, по крайней мере, в части смертной казни, не будет моментально приведен в исполнение, что эти люди окажутся, как это не страшно, как это не чудовищно звучит, в заложниках, их жизни будут каким-то образом, возможно, обменены на какие-то преференции со стороны Запада, на какие-нибудь технологии, на какие-нибудь кредиты, на какое-нибудь участие западных компаний в египетском бизнесе и так далее. Вот, кстати, сам Мохаммед Мурси за решеткой, он до сих пор пребывает под судом, его тоже там обвиняют во всем, чем только возможно, вплоть до содействия в побеге из тюрьмы каким-то там международным террористам, которые были осуждены при Мубараке. Мохаммед Мурси пришел к власти в Египте после массовых протестов 2011 года. 30 лет проведший у власти Хосни Мубарак тогда упустил свое президентство. Тогда военные не вмешались в процесс, потому что на улицы вышел 1 миллион человек, действительно был марш миллионов, 1 миллион человек. Пытались какие-то местные тетушки разгонять людей с площади Тахрир, которая была тогда центром протестов. Ничего не вышло, людей становилось все больше и больше. Ни аресты, ни запугивания, ни даже какие-то убийства или пытки каких-то отдельных активистов людей не запугали. Хосни Мубарак ушел достаточно, в итоге мирно, не стал развязывать войну, обошлось все несколькими погибшими, действительно там людьми, которых избивали всякие тетушки и так далее. Но тогда, казалось, все закончилось более-менее мирно. На действительно открытых демократических выборах, к которым допустили весь возможный спектр политических фигур и политических партий, победили как раз братья-мусульмане. Они тогда создали политическое крыло, создали партию справедливости и развития. И вот кандидат еще от этой партии справедливости и развития Мохаммед Мурси в честной конкурентной борьбе выиграл, пришел к власти, занял президентское кресло и пребывал в нем до 2013 года, когда его же, собственно, главнокомандующий, назначенный им руководителем армии, командующим армией Абдель-Фатах ас-Сиси, в какой-то прекрасный момент не решил захватить власть, как раз обвинив Мохаммеда Мурси в том, что тот узурпировал власть, в том, что тот помогает международному терроризму и так далее. Абдель-Фатах ас-Сиси переизбрался в этом году на второй президентский срок. Больше 90%, я, кстати, об этом рассказал, больше 90% из тех, кто пришли на участки для голосования, там какие-то вообще совершенно северокорейские цифры, я вот сейчас вскидку не помню, но совершенно точно больше 90% за него проголосовали. Понятно, что все эти цифры нарисованы, понятно, что сам он прекрасно понимает, что нет у него такой поддержки, что легитимность его, в общем, под большим вопросом. Но вот, возможно, именно из-за того, что он понимает, что нету такой массовой поддержки, как рисуют ему те, кто сидит в избирательной комиссии, он и торопится избавиться, распихать по тюрьмам тех людей, которые наиболее активно выступали против него, против военных, захвативших власть тогда, в 2013 году. Соответственно, если они тогда не побоялись выйти и потом не прятались и не прятали свои лица, то с большой долей вероятности могут и сейчас стать, если не во главе протеста, то поддержать протест, если найдется такая сила в Египте, которая сможет бросить вызов военным. В общем, история действительно чудовищная. Еще раз повторюсь, очень надеюсь на то, что мировое сообщество как-то во все это вмешается. И если не вытащит людей из тюрьмы, если не сможет каким-то образом добиться пересмотра приговора, то, по крайней мере, не даст убить те 75 человек, которые совершенно на непонятных основаниях приговорены к смертной казни. Я не хочу сказать, что все эти люди там действительно
прекрасные, не имеют отношения ни к каким там экстремистским ячейкам и так далее. Но доказательств их причастности нет. Нету никаких доказательств какой-то такой их деятельности, на основании которого их можно было бы приговорить к пожизненному заключению, и уж тем более к смертной казни. Так что это та история, за которой мы остаемся следить, это та история, про которую, я надеюсь, у нас потом, через какое-то время, появятся хорошие новости, а мы переходим к другой теме.